В рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года молодые семьи и молодые специалисты, проживающие в сельской местности, имеют реальный шанс получить от государства средства на строительство собственного дома на безвозмездной основе. Узнавала подробности об этой программе наш корреспондент Виолетта Засимова. Данная программа охватывает целый спектр направлений, включая обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов в возрасте до 35 лет, а также улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности старше 35 лет. Так, в 2015 году Хангаласскому улусу было выделено 22 квоты на строительство или приобретение жилья. Строить дом на свои силы очень трудно будет. Вот, например, вот в селе заработная плата максимальная почти будет, да, 30. Больше не будет никак. Если будешь специалистом работать. На 30 тысяч дом построить это невозможно. Это очень хорошая программа. Очень радуемся. Размер субсидий зависит от количества членов семьи. Например, в семье из 4 человек предусмотрен дом общей площадью 72 квадратных метра, по 18 квадратных метров каждому. В семье из 3 человек 54 квадратных метра. Застройщики сами, получив нашу субсидию, заключают договора с подрядчиком, сами определяют себе подрядчика, но в основном сейчас в районных центрах конкурс подрядной организации проходит, чтобы надежные были подрядчики, им рекомендуют подрядчиков, и они сами заключают договора подряда. Почему мы торопим людей, чтобы они построили? Потому что у нас Москва нам такие сроки дает, что мы должны за год получить субсидию и за год построить. Для вступления в программу необходимо собрать запрашиваемый пакет документов и обратиться в уполномоченный орган местной администрации и ожидать своей очереди. Количество квот меняется ежегодно. Нынче в Якутии 350 семей отпразднуют новоселье в домах, построенных на средства федеральной программы. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, НВК «Саха», Хангаласский улус.